километры до селения Тасма все дальше отдаляют от цивилизации. Дорога вдоль гор и полей, которая еще вчера была забытой, сегодня заполнена чаще туристами и скупщиками. Теперь это мыльный путь. Здесь рады всем, и туристам, и журналистам. Жизнь научила, чтобы продать товар, нужно улыбаться. Чуете, здесь пахнет мылом. В этом домике мы его изготавливаем. Бывшие колхозницы, теперь мыловары. Небольшая хижина и офис, и место по производству мыла. И оно здесь, уверяют, необычное. Настоящее кыргызское мыло. Настоящее кыргызское означает, что мыло изготавливают по древним технологиям. Не те привычные в быту и купленные в отделах мыломоющих средств, а больше с целебными свойствами. Лечит экзему, всякие кожные пятна, омолаживает кожу. Для местных Мисата Намура просто датка. Ее прозвали в честь алайской царицы за непоколебимую мудрость и стойкость. И это, признаться по праву, волонтер из самого Токио в кыргызской глубинке живет уже 2 года. Училась доить корову. Помогать местным жителям доить коров не главная миссия Мисата. Когда-то она прибыла сюда, чтобы научить местных жителей заниматься пусть даже мелким, но производством. Так ее предки развивались на родине. Экономику Японии когда-то подняли мелкие города и села. Для местных жителей Мисата не только первая иностранка, но и по-айтматовски первая учительница. Иными словами, технолог помогла жителям освоить изготовление древнекыргызского мыла. Пепел от целебных трав в сочетании с жирами овец и коров. Казалось, нет ничего проще. Теперь полученный пепел мы должны сварить в котле. До тех пор, пока не получим жидкую однородную массу. Затем смешаем с жиром животного. Вот и готово мыло. Теперь, когда производство налажено, как и в любом бизнесе, нужно идти дальше, развиваться. На полках уже появился целый ассортимент выпускаемой продукции. Некая смесь из древнего и будущего. Вот, например, ромашка для осветления кожи, мед и козье молоко для омолаживания. Мыло из настоящей крапивы против облысения. Техника приготовления остается неизменной. Все вручную и с улыбкой на лице. Мы очень гордимся тем, что у нас теперь есть сертификат. А как иначе? Ведь оценил продукцию не кто-нибудь, а сама президент Кыргызстана Роза Отунбаева. Теперь на вопрос, каким мылом пользуются президент и чиновники из правительства, здесь мило отвечают: мылом из Тасмы. О чудо-мыле теперь знают не только в Бишкеке и соседних России и Казахстане, но и в Японии, Англии и даже в Германии. В этих местах уже давно нет безработицы и безденежья. Мыльный путь от Тасмы до Берлина. Теперь мечта приносит деньги.